Ну вот, да, с правой стороны трамвайчик, видите. Смысл трамвая, ну, соединить вот Дубай-Марина, район, там ведь много домов, да, с двумя станциями метро и посредством трамвая соединить метро с монорельсом. Теперь вот, живя где-нибудь в старом городе, вы, не выходя на улицу, садясь в метро, можете выйти в Атлантисе, а точнее в его аквапарке. Он был с правой стороны от здания, Аквавенчи, да? 15 гектар всяких разных водных развлечений, горок и все такое, да? Все вот эти вот переходы из метро в трамвай, да, и монорельс трамвай, они все крытые трубы такие, там кондиционер работает. Сейчас, может быть, это не особо актуально, но вот в летнее время, когда температура здесь за 53 зашкаливает, это, конечно, очень удобно. Вот сейчас очень хорошее время для посещения Эмиратов. Именно вот до начала декабря. Ну, это необычный декабрь, скажу вам, он теплый. Вот в прошлом году здесь были дожди. Причем вот каждый день почти. Не особо, да? Вот. Хорошее время. Вот сейчас ноябрьская погода. Вот самое хорошее время ноябрь или конец апреля, начало мая. Вот, а потом уже начинается жара такая, что, в общем, не рад ничему. Жара в мае, в конце мая. То есть уже даже, ну, настолько море не охлаждает. Вот вы идете к морю, да? Ну, во-первых, надо пройти 5 метров по песку, это уже стресс. Потому что 90 градусов этот песок. В тапках надо идти. Да. И потом вы входите в воду, а она теплая, ну, прям горячая. Ну, какое-то. Это вовсе не айс. Да, я вам расскажу сейчас про Бурдж-Аль-Араб. Да. Так вот, символ города. Они решили построить здание в виде паруса, удачно обыграв в этом 3 глобальные такие вещи. Это, конечно, море, пустыню на узкой полоске, которая стоит в Дубае. Да, помните, он вытянутый такой город вдоль побережья. Но и обыграли не торговые традиции города, потому что парус предполагается парус лодки Доу, которые в старые времена ходили здесь под парусами. С левой стороны вилла за белым забором. Это вилла старшего сына правителя Дубая, шейха Мухаммеда бин Рашида Аль-Мактума. Мухаммеда Рашидовича Мактумова. Старший сын. Он умер 5 лет назад. С левой стороны вилла последней жены правителя Дубая, принцесса Хайя. Вот эти вот красные цветы. Сейчас я расскажу подробнее. А вот сейчас за забором, за белым, это вилла первой жены шейха. Вообще в итоге у него 3 жены, да? Но по факту только одна сейчас, потому что с 2 женщинами он в разводе. Вторая была немкой, но она и осталась немка, да? Они развелись в начале 2000-х, она уехала в Германию, дети остались с правителем, да? Ну а третья жена, они развелись примерно 1,5 года назад, по-моему, еще даже в процессе развода. Она сестра Абдуллы II. А вы знаете, да, эту историю? Здесь не принято об этом говорить, да, она сбежала, ну, прихватив 2 детей. У них 2 общих ребенка. А вообще у правителя Дубая 18 детей. 18. От 3 жен, да, от 3. Да, я вернусь к Бурдж-Аль-Арабу. Самое интересное в этом здании — это его белая стена. Вот видите, она идет посредине всего корпуса. Там, где вот сверху вертолетная площадка, да, такая кругляшка, и от нее вниз спускается вот это вот нечто белое. Это стекловолокно. Конечно, ткань, она применяется в архитектуре, но на таких объектах, как аэропорты, вокзалы. Вокзал Ватерлоо в Лондоне, да, например, покрыт тканью, ну, ничего, нормально, не вызывает удивления. Но здесь все-таки 7-звездный отель, да еще и символ города. Надо сказать, что ткань-то появилась не от хорошей жизни. Заказчик четко указал время сдачи отеля. Это рубеж тысячелетий, то есть 2000 год. Мухаммед бин Рашид, да, он встретить хотел там в своих президентских люксах. Так оно и случилось. Но для того, чтобы успеть в срок закончить внутренние работы, они должны были их начать, не дожидаясь окончания внешних работ.
Поэтому было принято, гениальное решение с точки зрения дубайской находчивости. Они взяли и затянули все эти балки тканью. Охладили здание. 8 месяцев охлаждали. Не быстро. Вообще, надо сказать, что каждую высотку здесь охлаждают как минимум полгода, чтобы конденсат наверху не скапливался. Его трудно будет убирать. А уж работать вообще невозможно. Потому что во внутреннем убранстве использовано в Бурдж-Аль-Арабе 8000 квадратных метров сусального золота. Вот. Там все очень роскошно. И они напылили потом эту ткань тефлоном. Тоже своего рода находка. Потому что тефлон не пропускает солнце. И поэтому они экономят очень много энергии на охлаждении здания. Что является актуальным, потому что это самый большой атриум или вестибюль в мире. Туда спокойно входит статуя свободы. Если вы входите в это здание, то вот все эти 280 метров высоты будут над вами. Пусто. Комнаты там идут по лоджиям. Как бы вот по периметру здания. Причем все 202 номера двухэтажные. Вот там 54 этажа, но в лифтах только 27 этажей. Да? А вообще здание высотой 303 метра. Но имеется в виду вот это вот, да, балка наверху, это вместе с ней. 321 метр. 303 это другое здание, я про него вам тоже скажу. 321 метр Бурдж-Аль-Араб на 4 метра выше Эйфелевой башни в Париже. За вертолетной площадкой такая поперечная балка. Там находится ресторан Аль-Мунтаха, высочайший, да, в переводе, и Skyview Bar. По сути дела, ресторан является ветрорезом. Да? Мы вот сейчас повернем налево, там где-нибудь встанем и сфотографируясь, идем в автобус обратно. Тут недолго, у нас 5 минут буквально, да? С левой стороны от нас, чуть подальше от поворота, много труб, видите? Это все Вилд-Вади. Это первый аквапарк Дубая. Он был открыт одновременно с Бурдж-Аль-Арабом в 1999 году. Небольшой, 2,5 гектара, 26 аттракционов. 3 года назад они их отреставрировали. Очень уютный такой аквапарк, дешевле, чем около Атлантиса. Если вы сомневаетесь, в какой из аквапарков пойти, я вам советую вот этот, Вилд-Вади. Не потому что дешевле, уютней. С умом все сделано, потому что там вы будете путаться полдня, не понимая, что к чему. А тут все как-то компактно, все так близко, да. И хорошо сделано. С любовью. Они оба работают сейчас. И вот за Вилд-Вади, видите, там такой другой отель. Это отель Джумейра Бич. Он известен тем, что там очень много ночных клубов, дискотеки всякие. Он сделан в виде волны. Буквально такая буква «С». Вот если бы мы там проехали вот сейчас, да, поехали прямо, вы бы прямо вот увидели, волна закрыла парус. Вот эти два объекта, парус и волна, воспринимаются в одном едином ансамбле. Ансамблевость. На питерской экскурсии говоришь это слово раз 20. Да, я говорю здесь его один раз, да, только по отношению к этим двум объектам. К шлагбауму подходить не надо, потому что, вот желтый-черный, да, шлагбаум, вот там, где сейчас идут родители с двумя девочками, да, в розовом. Тут опасно, тут машины туда-сюда ездят, да, и, в общем-то, они и гоняют нас. Вот где автобус станет, там мы и фотографируемся обычно. Если подойдете ближе, то это здание просто не влезет в камеру. Вот чего я боюсь. Так что лучше вот где-нибудь вот отсюда, да. Можете, кстати, ничего страшного, если вот перейти дорогу аккуратно, да, и встать посередине. Они отсюда не прогоняют. Но тогда это здание будет по центру, да? Вот здесь вот, где пакистанцы сейчас стоят. Вот это пакистанская одежда, такой балахон до колен, да, и шаровары. Пойдемте, друзья, здесь, 7-8 минут. Я вас буду кричать, вы же далеко не уйдете, да?
Düşür düşür. Gel. Anne böyle baba. Gel. Anton все. Gel. Olga takımı. Şort giyin getir. Будвиг. Çok fazla gösterik. Çok güzel. Sağda sol taraf. Anton. Şöyle. Hadi ver canım. Hadi bakalım. Смотровая площадка туда. Ya. Gidelim. Oradan aldık. Anton dok bari çiçeği alır. Ya. Taksana. Aynen. Dur başa. Demir.